Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня проводим собрание, итоговое собрание членов РМО Республиканского методического объединения предметной области искусства. Неделю назад у нас было Республиканское методическое объединение, которое было предназначено только для учителей музыки. Но я, собственно, собираю информацию по всем, в общем-то, предметам: и мировая художественная культура, музыка и изобразительное искусство. И сегодня я хочу подвести итоги работы Республиканского методического объединения предметной области искусства за этот год, 2019 и 2020 год. Что я должна сказать? В общем-то, этот учебный год, он стал для нас очень богатым на события республиканского значения. И у нас прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы и актуальные вопросы художественного образования» в декабре 2019 и январе 2020 года. Это был абсолютно новый формат проведения этой конференции. На таком уровне мы никогда не делали, то есть мы привыкли всегда к очному формату. В данной ситуации этот формат, он онлайн, и он, то есть площадка, она, скажем так, предназначена для использования на несколько лет. Вот я даю здесь ссылку, и, собственно, даже сейчас можно туда зайти и познакомиться с материалами научно-практической конференции. Второе, очень важное для нас событие – это подписание соглашения с сотрудничеством Института развития образования с Институтом художественного образования и культуры Российской академии образования, город Москва. И благодаря этому соглашению мы входим в рамки совместных мероприятий по реализации концепций предметной области искусства в Российской Федерации. То есть наши коллеги, они разрабатывали, собственно, эту предметную концепцию, и они выходят с предложениями, но наша задача – накопить свой собственный материал по реализации концепции. Собственно, в конце, в анонсах я буду озвучивать то, что необходимо нам сегодня сделать для того, чтобы мы могли с вами эту концепцию реализовывать на местах. Что должна отметить, что благодаря вот трехлетней работе Республиканского методического объединения деятельность активизировалась членов РМО, и многие участники, они получили соответствующие преимущества в том, что они являются членами Республиканской методической площадки. Появились материалы для публикации, и у нас стала расширяться база активных материалов, интересные материалы стали появляться. Мы их публикуем, мы их проверяем, мы их экспертируем. И я думаю, что на следующий год, если так получится, мы, возможно, их переведем в печатный формат. Наиболее интересные материалы мы переведем в печатный формат, который можно будет, собственно, уже заиметь для себя лично. Есть задачи на перспективу. Это уже сложилось, скажем так, по тем решаемым нами задач в течение этих 3 лет. Очень остро всегда у нас стоит цель – это активизации деятельности членов РМО. То есть большинство еще из вас не привыкли к такому формату общения, боятся писать комментарии, боятся высказывать свои мнения. Привыкли все к стандартному формату, то есть таких собраний, когда мы собираемся, обсуждаем какие-то вопросы. Но, тем не менее, наша задача все-таки усилить вот взаимодействие этой площадки электронной. И мне очень важно, если члены РМО начнут активно комментировать, обсуждать, анализировать те материалы, которые публикуются в сообществе. Потому что мы будем знать, насколько они актуальны, насколько они нам нужны, насколько они нам интересны. Мы будем знать, насколько они востребованы. И таким образом, если с мест мы будем получать комментарии, обратную связь, я думаю, что любой материал получит необходимую поддержку. Особенно преподаватель или педагог, или учитель, они получат необходимую поддержку. Еще что очень важно, в общем-то, как в перспективах конференции,
и было отмечено и гостями, и приглашенными, что мы все-таки поднимаем вопросы такой концептуальной методической среды, связанной с различными уровнями художественного образования. И мне очень хочется, чтобы к нашему республиканскому методическому объединению подключались работники профессионального образования, и высшего профессионального, и среднего профессионального образования, подключались преподаватели, педагоги дополнительного образования активно, взаимодействие, они и сейчас активны, то есть уже у нас сложилась такая среда, в которой у меня начинают появляться помощники, я очень этому рада, что есть люди активные, активно помогают реализовывать мероприятия нашего РМО. И нам надо все-таки выработать еще единствующую связь с культурой, потому что культура пока еще к нам относится как вот вне ведомства, и вопросы, которые касаются того же аттестации, вопросы аттестации, повышения квалификации для учителей дополнительного образования и среды художественного образования, оно остается за кадром. Нам бы хотелось, чтобы это было. То есть вот это то, что, собственно, произошло в этом году, и я хочу сегодня более подробно раскрыть, что сделано. Если вы этими вопросами интересуетесь, они все сейчас, все материалы, они публикуются. Они ли публикуются в новостной строке, либо в форуме, то есть в дискуссионной площадке сообщества, либо в материалах методические, то есть методической копилки. И войдя в нашу систему через открытое образование Республики Коми для педагогов, вы всегда можете найти все новинки, инновации, которые, собственно, касаются вас и благодаря которым я, в общем-то, рекламирую все мероприятия. Ну, я должна рассмотреть несколько вопросов, они не все касаются РМО. Первый вопрос, он непосредственно касается нашего методического объединения, потому что вот в апреле-мае и до сих пор мы сейчас находимся в системе самоизоляции, и возникла острая проблема – это работа в дистанте. И мне спасибо, мне помогает Анна Витальевна Кондратьева, она подготовила материал, свой опыт по составлению конспекта или общего урока, используя Google Диск, облачную площадку сервиса Google. Я тоже использую в организации дистанта сервисы ресурса Google. В этом году я попробовала еще одну форму. Это трансляция в социальной сети. И, собственно, я хочу тоже этим поделиться, как она организуется, то есть какие и можно использовать требования и как это можно, в общем-то, решить. Единственное, что в социальной сети это закрытая площадка, и принимать участие в трансляции могут любой желающий, кто увидит, собственно, эту трансляцию. Второй вопрос – это вот итоги года. Я уже начала о них немножко говорить, но все-таки там больше идет статистика. И во втором вопросе я раскрою статистику участия в работе РМО. Третий вопрос, он касается не только представителей Республиканского методического объединения, но мы решили этот вопрос включить именно в наше собрание, потому что, я думаю, мы должны все равно подвести итоги онлайн-олимпиады «Культурный норматив школьника» Республики Коми. И эта информация касается всех, кто принимал участие в культурном нормативе школьника, кто предлагал детям принять участие в онлайн-олимпиаде. И я думаю, что этот вопрос касается, наверное, и классных руководителей, это касается вопрос представителей и кураторов культурного норматива школьников по школам. Вот. Пока итоги по культурному нормативу мы не подводим, они сейчас, собственно, собираются, и информация анализируется, и, наверное, по результатам проекта будет гораздо позднее еще один вебинар. Ну и последний вопрос – это анонсы.
Должна сказать, что сегодня мы вышли в формат конференции, и впервые, наверное, вы можете задавать вопросы в открытом эфире. Я ваши вопросы вижу, и если вопросы возникают, вы можете писать в чате. Я постараюсь на эти вопросы вам ответить. То есть если какие-то возникают, в общем-то, предложения, тоже можно их писать. Следующие вопросы, собственно, мы сейчас рассмотрим первый вопрос. Это вопрос организации учебного курса, учебных занятий в дистанте. Я сама уже не первый год использую эту площадку, и в этом году я уже дважды выходила в дистант для организации курсов. То есть я организовала семинар для педагогов дополнительного образования, средствами организации именно дистанта. Мы как раз попали на первую неделю коронавируса, и нам пришлось в экстренным порядком переформатировать работы с очного формата в дистант. Скажу так, что для педагогов это оказалось не совсем знакомо, хотя они оценили этот ресурс, они поняли, что можно очень хорошо, собственно, использовать вот материалы облака, облачные материалы Google. Вот здесь представлены те приложения, которые, ну, собственно, приходится использовать у Google. Это электронная почта, сервис «Контакты», облачный диск. Все они показаны здесь значками, вы можете это увидеть. Вот я показываю вот эти значки, да, вот сам сервис Google, это электронная почта Google, это сервис «Контакты», облачный диск. У кого есть аккаунты в Google, то есть вам доступны все эти материалы, и если вы научитесь этим пользоваться, то это для вас окажется палочкой-выручалочкой. Текстовые документы можно делать совместно, это не делается в одиночку, то есть вы подписываете своего коллегу или своего ученика на документ, и вы можете в онлайн-режиме править документ, давать поправки, давать рекомендации, давать консультации. Очень хорошая форма Google, это вот сиреневый такой значок. То есть благодаря этой форме можно собирать данные, анализировать данные, то есть организовывать анкеты, опросы, то есть изыскивать возможности. И вот сегодня Анна Витальевна, она представит свой ролик, презентацию, где она на основе вот этого приложения провела целую серию уроков. И я посмотрела эти уроки, они получились очень замечательные. Там замечательные возможности. И я очень рада, что у нас есть этот опыт по республике, мы можем его, в общем-то, распространять. Ну, естественно, есть электронные презентации, есть электронные таблицы, это все в системе работы. И вот последний значок, который я представила, еще пока не опробировала, но это как раз конференция Google. То есть они открыли, благодаря вот нынешней ситуации, они срочным образом разработали конференцию. Сейчас в системе аккаунтов имеется возможность организовывать конференции. Каким образом это используется? Использование облачных ресурсов. Вот как я организую курс. У меня, во-первых, идет подписка. То есть электронная почта участников, она является средством коммуникации. И мне нужно, чтобы я имела полностью подписку в Гугле, хотя можно использовать другие электронные адреса, но это чревато с тем, что не всегда система пускает участников с другими электронными адресами. Поэтому очень неплохо, если вы имеете именно гугловский аккаунт и гугловскую электронную почту. Все документы, я не все документы открываю в разработке УМК учебного курса. То есть я не говорю об уроке как таковом, то есть это у меня целый комплекс организации. То есть у меня входит и лекционно-беседный материал, то есть это может быть лекция, беседа, это может быть контроль знаний, это может быть чек-листы с заданиями, которые можно взять под контроль выполнения курсовых задач и заданий. Это может быть использование календаря, напоминаловки, это может быть входные итоговые анкеты, учебно-методические пособия при помощи презентаций, контрольные таблицы при помощи Excel. И вот единственная сложность, в общем-то, в работе этого курса, вы должны это сделать заранее.
то есть до того, как этот курс начнется, то есть сама разработка ОМК делается до начала курса, и когда вы уже начинаете непосредственно вводить своих слушателей в этот курс или учеников, то у вас должны быть разработаны все материалы. Тогда вам будет облегчена работа, вы сможете сделать. Сложностей нет. Если вы работали в офисе обычном, то в облаке та же самая система работы с этими приложениями, ничего не меняется. Единственное, что все автоматически сохраняется, если вы разрабатываете текстовые документы или разрабатываете форму. Все это сохраняется, оно может подвергаться в любой момент правке, если вы ошиблись. Презентация в допуске. То есть вы абсолютно работаете так же, как вы привыкли с электронными документами работать. Вот. Единственное, что это все хранится в папочке вашего облачного диска. Я обычно делаю папку курса, называю его, все документы этого курса собираю в одном месте, и только уже потом, когда начинаю его распространять среди своих слушателей, я их подключаю, даю им допуски для работы, совместного допуска работы документов. Ну вот сейчас опробировала я с магистрантами, и, собственно, я была очень довольна. Хотя мы не выходили с ними в конференцию. В основном все взаимодействие происходило в чате, но правка документов, консультации давались срочно, быстро, оперативно. И думаю, что такая работа возможна, она не самая лучшая. Я не говорю, что это идеальный вариант для выполнения дистанта, потому что прямого общения нету, его не хватает. Но одна из форм, когда вы находитесь напрямую с преподавателем, контакт очень быстрый, оперативный. Во время работали мы по расписанию, которое было заявлено. То есть в чем преимущество? Мы не выходили за рамки разработанного расписания, которое предложило нам управление, допустим, учебным процессом. И мы выходили и работали только в рамках этого расписания. То есть не надо, как вот мне говорили коллеги в дистанте, там сидеть ночами, проверять задания и так далее, целыми днями вникать в работу, и задания от детей сыпятся и сыпятся и сыпятся, и ты не успеваешь их проверять. Конечно, у меня не такое количество детей, но тем не менее работать пришлось и мне напряженно, потому что мне приходилось две площадки осваивать, и гугловскую, и мудаловскую. И в каждой площадке надо было зафиксировать сам процесс выполнения. Но я думаю, что если у вас есть желание этому поучиться, то я открыта к этим семинарам, я открыта к этой работе, то есть как сама использую, так вас этому и научу. То есть это вы можете запланировать такие семинары у себя в школе, а я приду, вас этому, собственно, обучу, покажу, погружу и так далее, я могу это сделать. Такое предложение всегда говорилось, и я никогда не отказывалась от таких консультаций. А теперь, собственно, вопрос второй. Вот здесь у меня даются ссылки. Это проба в рамках самоизоляции, это проведенные трансляции. Я их делала для своих слушателей, но дело в том, что ВКонтакте трансляции, они идут очень широко. У меня иногда было, что мою трансляцию просматривали около 3000 человек. К ним надо готовиться. Скажу честно, просто взять и протранслировать свое занятие, это, можно сказать, не подготовился. То есть это все демонстрация выполнения заданий. Ориентировочно они проходили не более 30 минут, то есть 20-25. Вы знаете, что по времени с ребенком видео не должно идти больше 20-25 минут, это уже много. Поэтому надо сделать таким образом, чтобы по времени трансляция была, вот вы могли уложиться в систему этих 20-25 минут. Вот у меня даны материалы, я знаю, что коллеги некоторые подключались к трансляциям, выполняли мои задания, и нам было интересно общаться, потому что была обратная связь, и, собственно, мне понравилась эта форма, но я просто сразу скажу, что готовиться надо, потому что мне приходилось настраивать свой смартфон, мне приходилось
несколько раз прорабатывать логику и тематику этих заданий. У меня были образцы, и, то есть это, собственно, такая же работа, как вы готовитесь к уроку в школе, то есть дидактический материал разрабатывается, и логика заданий разрабатывается, готовится материал, объясняется это все. То есть, собственно, вот можно это взять во внимание. И второе, если вы транслировать не хотите, вы можете сделать видео. Видео, вот последнее, мне помогли коллеги из Клеро, вот эта цветочная поляна, она прошла 1 июня для детей и родителей, видео мастер-класс. А можно записать видео. Видео вам поможет, кто-то может помочь записать. Но я думаю, что если вы продумаете систему, опять же, логику выполнения и владеете системой правки, видео формат, то есть вы можете лишнее убрать, там, урезать и так далее, то есть срежиссировать свое видео, то это будет еще интереснее работать. Думаю, это такая форма. Она подходит не только для учителей изобразительного искусства, я думаю, что она подходит и для учителей музыки, это надо попробовать, но в данной ситуации вы должны демонстрировать свой профессионализм в исполнительском материале, то есть вы должны уметь рисовать, вы должны уметь играть, вы должны уметь петь и так далее и тому подобное. Вот, это по урокам, то есть ссылки, они представлены, я думаю, что если у вас есть желание, я могу эти ссылки опубликовать. В сообществе у меня ВКонтакте я всегда их делала, поэтому их можно по ленте пройти, посмотреть. И я могу вот эти ссылки выложить, собственно, в методической копилке нашего сообщества, если у вас такое желание есть. Сейчас я хочу познакомить с опытом Анны Витальевны Кондратьевой. Вот она мне показала свои материалы. Я сказала: Анна Витальевна, вы мне обязательно подготовьте презентацию. И сейчас я вам покажу ее презентацию. Вот она здесь, картинка есть. Мы сейчас переключимся на нее. Я ее немножко прокомментирую, как смогу, потому что Анны Витальевны здесь нету. В данном случае она постаралась презентацию сделать таким образом, чтобы там было все понятно. Вот. То есть это совершенно новый материал, который представлен. Что она использует? Вот она, собственно, говорит, что в этом году очень актуально выход на дистант, и очень многие издательства предлагают вебинары. Вы знаете, что в последние 3 месяца все издательства проводят свои вебинары, и вы их можете наблюдать, смотреть. Представители всех педагогических сообществ пытаются, собственно, какую-то работу свою продемонстрировать через систему интернет. Вот, и волей-неволей приходится выбирать те платформы, которые нам помогут решать учебные задачи, которые были удобны для каждого ученика, учителя и, собственно, родителя. Но на всех этих платформах, как пишет Анна Витальевна, практически не уделяется внимания такому предмету, как изобразительное искусство. Это создает определенную сложность в организации дистанционного урока. Анна Витальевна рассмотрела несколько сервисов для создания урока, и на идею реализации урока ее натолкнул опыт Турышевой Натальи Валерьевны, учителя физики с села Кайгородок, к созданию уроков проверочных работ, тестов на платформе Google. Вот как раз вот что мне и понравилось, что Анна Витальевна перенесла этот опыт именно в область уроков изобразительного искусства. Она подошла настолько творчески к этому уроку, что когда я увидела, собственно, результат, я поняла, что вот те задачи, которые ставят перед нами СЭС и администрация школы, она решила буквально тем, что она использовала вот эту форму, потому что затрата времени на просмотр материала идет максимум 7-8 минут. На выполнение задания ребенок может потратить, сколько ему времени хватит. И достаточно просто снова зайти в эту форму и загрузить уже итоговый материал. То есть то, что мы всегда боимся, что ребенок у нас будет висеть в интернете, просматривая урок там 40-50 минут или 1,5 часа, здесь решается именно тем, что урок проходит практически за 15 минут.
То есть основная часть урока, содержательная часть урока, консультативная часть урока, она будет идти где-то в пределах 15 минут, а все остальное ребенок занимается, собственно, творческим процессом, то есть и выполняет рисунок. Значит, соглашусь с ней, что мы в основном, в самом деле, привыкли Google формы использовать только как анкеты и опросники, и никак не предполагали, что можно, собственно, оформить именно в этой форме полный урок. Она говорит, я не буду рассматривать весь механизм создания урока в Google форме, я рассмотрю преимущества, которые дает это приложение для учителя и учащихся при работе с ним. Какие это преимущества? Ну, во-первых, это удобно. Мы в одной форме можем представить весь материал, необходимый для урока. Видеоматериал, видеоуроки, мастер-классы и презентации, их тоже можно подключать при помощи гиперссылок и ссылок. Тесты и вопросы для повторения. То есть можно придумать оригинальные формы опросов. То есть мы такие опросы организуем в начале урока или в конце урока, как рефлексия. Данная ситуация, она тоже использует именно или в начале, или в конце урока, то есть понимание этого материала, узнавание этого материала, знакомство с новыми какими-то формами. Поэтому вот очень хорошо это представлено. В ходе разработки формы она дает и вопросы как демонстрации, так и презентации. То есть можно увидеть этапы выполнения заданий, то есть ребенок может внимательно просмотреть, еще вернуться, если ему было непонятно, вернуться еще раз посмотреть. Вот. И, собственно, уже по итогам загрузить фотографию или скан урока, выполненного уже по заданию урока. Все это разнообразие материала позволяет выдержать структуру урока, причем традиционного урока. И при знакомстве с материалом вы можете использовать как готовые видеоуроки, то есть не свои, а ваших коллег или интересный урок, найденный в интернете. Вот, поэтому на этапе рефлексии можно использовать различные опросники и в качестве показа различные мастер-классы. То есть не обязательно, Анна Витальевна говорит, не обязательно можно использовать только свой собственный опыт, иногда на это времени не хватает, а можно использовать опыт коллеги, у которого уже этот мастер-класс разработан, но обязательно со ссылкой. Со ссылкой на этот материал, то есть кто является разработчиком того или иного мастер-класса. Она провела небольшой такой анализ, и мы можем видеть по диаграмме, да, насколько продуктивно было работать с Google формой по затраченному времени по сравнению с другими предложенными вами видами дистанционного обучения. И вот, собственно, дети, отвечая на этот вопрос, они вот написали, что это очень продуктивно. Мы видим 45,1%. Продуктивно 32,3%, это оранжевая такая. И достаточно продуктивно желтая. И вот вы, если вы посмотрите, то есть минимальный зеленый, голубой, синий, и показывают, что это минимальное количество детей, которые ответили, что им, в общем-то, не понравилось работать с системой этой формы. Если вы можете собрать весь материал для урока в одном месте, структурировать его, то это позволяет вам, как учителю, контролировать временные рамки урока. Ну, я так понимаю, что Анна Витальевна, когда она показывала мне урок, у нее тоже имелся материал, который она формировала в системе Google Диска. И у нее ОМК хранились тоже вот в системе Google Диска. То есть благодаря тому, что это концентрировалось все в одном месте, она могла этот материал быстро, оперативно оформлять, форматировать. То есть тут большая работа учителя – это собрать в одном месте нужные материалы. И учащимся затрачивать меньше времени на, собственно, выполнение этого задания. Ну вот тут она представляет эти таблицы, которые представляются экселевские таблицы, то есть по Google форме можно сделать экселевские таблицы, где можно отсмотреть именно результативность. И кто работал с Excel таблицей, можете там специальные фильтры, то вам он позволяет, собственно, сократить время на отсмотр материала. Тоже это большое преимущество, собственно, самой работы. Ваши материалы находятся в одном месте на Google Диск, облегчает работу с ними и хранение. Кроме того, очень легко и при необходимости имеется возможность редактировать уже готовый материал. Все изменения сохраняются автоматически, то, что я вам уже сказала, и нет надобности снова копировать ссылку и отправлять ее учащимся. То есть если вы открыли доступ
к этому уроку ребенок может несколько раз войти и просмотреть, собственно, этот материал. В-пятых, инструменты Google формы могут реализовать ваше творческое начало. Этих инструментов не так много, как бы хотелось, но достаточно, чтобы продумать индивидуальный дизайн форм и сделать ее узнаваемой, что выгодно отличает вас от других. То есть возможность подключить видео, возможность подключить презентацию, возможность сделать красивую картинку, входную картинку в баннер. То есть это Google форма уже имеет. Поэтому вот здесь представлены как раз варианты 3 уроков. Да, собственно, эти уроки уже имеют свою индивидуальность, свое лицо, и они очень узнаваемые. К любому уроку, тем более к дистанционному, для учащихся необходимо составлять инструкции. Ну, я уже говорила, или инструкции, или чек-карты, чек-листы, да, где будет представлен план урока и пошаговое прохождение Google формы. Это можно сделать в сервисе Google Документ. Ссылку на этот документ вы прикрепляете к расписанию или отправляете ее адресату. Такая инструкция помогает ориентироваться учащимся в предложенной вам форме урока, а также разгружает сам урок от излишней информации. Это рекомендация Анны Витальевны. Ну и основной вывод по использованию этой формы, она пишет, на мой взгляд, возможности Google формы учителя не используются в полном объеме, многие используют ее только для создания различных тестов, но с ней очень удобно работать, она постоянно обновляется в сторону удобства использования. Это подтверждают данные анкетирования. На вопрос анкеты оцените, пожалуйста, насколько комфортно и удобно вам было работать в Google форме. Учащиеся и их родители ответили следующим образом. В вопросе участвовало 134 человека. Опять же, мы здесь можем увидеть, что комфортное состояние высказала большая часть детей. И, собственно, это доказывает о том, что такая форма урока, она может использоваться, в общем-то, вами для создания своих уроков. Это детские работы, которые сделаны по результатам пройденных материалов. Анна Витальевна очень довольна, потому что получались нестандартные, очень оригинальные рисунки, которые, может быть, в уроках не всегда мы можем получить в силу отсутствия дополнительного времени. А здесь, на самом деле, работы получались достаточно интересные. Ну и здесь даются ссылки на те уроки, которые Анна Витальевна уже подготовила. Эта презентация, она будет опубликована в методической копилке нашего сообщества, и с ней можно будет дополнительно познакомиться. Собственно, по вопросу, если есть какие-то у вас вопросы, есть какие-то предложения, вы можете их написать. Но этот вопрос по урокам, организации урока изобразительное искусство в дистанте, собственно, вопрос у нас закрыт. И сейчас я очень кратенько, постараюсь кратенько, потому что, когда я готовила этот отчет, я сама сидела очень долго, разбирала, сколько у нас мероприятий было пройдено, и постаралась их каким-то образом систематизировать. Вот. И мне очень хочется, если вы начнете активнее подключаться, в общем-то, к работе РМО, и мы всегда открыты к общению, к коммуникации. И мне очень хочется, чтобы к участию РМО привлекались муниципалитеты, не только Сыктывкар. Ну, Сыктывкар у нас, скажем так, он активен только в области дополнительного образования. А с точки зрения общеобразовательной школы пока активность небольшая. Вот, кроме Анны Витальевны, еще пару педагогов, которые помогают мне проводить РМО. Я очень рада этому, что есть все-таки такая активная группа учителей изобразительного искусства, которые заинтересованы в обратной связи с республиканским методическим объединением. Первое, в общем, итоги года проведения заседаний РМО у нас прошло в этом году, я скажу, даже больше собраний, чем запланировано. Обычно мы планируем 4 собрания. В этом году у нас получилось больше собраний. И вот сейчас у нас уже идет по счету уже 7-е собрание. Благодаря тому, что мы делали конференцию, и у нас 2 собрания, и в этом году я представителям предмета музыки дала площадку. Я считаю, что и на следующий год, возможно, будет открыта площадка и мировой художественной культуры, и учителя, заинтересованные в объединении, смогут выходить к нам в РМО, и у нас количество участников увеличится. Здесь представлены, я могу не комментировать, здесь представлены цифры участия, то есть мы не пишем всех просмотренных, кто смотрел видео, мы обычно фиксируем тех, кто зарегистрировался. То есть регистрация
Количество регистрируемых участников, оно представлено, и вы видите, что я посчитала где-то по количеству участия около 300 человек у нас приняло участие в наших собраниях. Ну, может быть, кто-то во всех собраниях принимал участие, кто-то в меньших. Ну, вот такое по общему количеству около 300 человек. 4-5 это были у нас трансляции конференции. В феврале мы подводили итоги конференции. Вот у нас 3 собрания посвящено только конференции. Я должна вам сказать, что сама идея конференции – это она, и я была заинтересована в ее проведении, потому что, ну, скажем так, мы очень трудно собираем опыт изобразительного искусства в республике. То есть, когда я обращаюсь к учителям, мне большая часть говорит, а что, я вроде как такое все обычное провожу, я не знаю, как можно об этом говорить, то есть это у других, наверное, это все идет лучше. Но вы об этом никогда не узнаете, если вы его не покажете. Вот опыт надо демонстрировать любым способом, в форме видео, в форме презентации, в форме доклада, в форме методических материалов, в форме дидактических материалов. Это все интересно. И в этом году у нас более разнообразные в методической копилке материалы. У нас и публикации в сборниках, у нас и статьи, у нас есть проекты, у нас есть скажем, опыт проведения, у нас есть просто отношение к своим коллегам, то есть появилась новая страничка в РМО, я ее просила открыть в этом году, то есть мы можем писать эссе о своих учителях, которые нас научили, которые ввели нас в профессию, и я вот призываю вас к тому, что если у вас есть такие эссе, вы можете присылать материалы. Я буду очень рада, если вы будете писать о наших учителях педколледжа, которые в большинстве учились у них. Это и Александр Николаевич Лупов, благодаря которому мы получили художественное образование в республике. Если у вас и Леонид Георгиевич Митюшов, и я думаю, что университетские преподаватели, которые вас учили, в общем, базы. И я думаю, что если у вас есть интересная информация, я буду очень рада, если такая страничка истории о наших учителях, она будет действовать. И вы можете там написать о художниках, интересный опыт общения с художником, или музыкантом, или с композитором. И я думаю, что вот такая историческая справка, она будет накапливать среду, ну, скажем так, тех интересных людей, с которыми мы, собственно, взаимодействовали и работали когда-то. Я думаю, это будет интересно и нашим детям, и вам в том же случае. 27 мая у нас прошло собрание для учителей музыки. Я попросила Надежду Александровну Жукову провести это собрание. Вот. И сейчас, собственно, вот 5-е собрание. Я пока, видите, дату не написала, сколько человек принимает участие. Пока я вижу, что в нашем собрании принимает где-то 20 человек. Но мне все-таки очень хочется, чтобы больше принимало участие. И я всегда прошу, что по системе сарафанного радио подключайте своих коллег. Пусть все слышат о нашем сообществе, и мы можем организовать взаимодействие, обратные связи и так далее. Значит, кроме собраний, в этом году у нас благодаря сотрудничеству с Институтом художественного образования и культуры Российской академии наук у нас прошло 2 таких крупных события, которые, ну, собственно, определяют политику нашей деятельности на последующие годы. И я должна представить, вот я сейчас покажу вам, вот кто был у меня на семинарах, они получили 2 вот таких методических пособия. Одно пособие – это реализация концепции в предметной области, а второе пособие – это художественные практики. Это для музыкантов и для учителей. У кого-то есть эти книги, то есть можно эти книги взять в реализацию, потому что там представлены вот именно рекомендации, то есть как вы можете уже внедрять реализацию концепции в работу наших школ, наших образовательных организаций. И опять же призываю, мы не рассматриваем так узко только общеобразовательные школы, потому что в реализации концепции волей-неволей нам подключаются социальные партнеры. А таких социальных партнеров это может быть и представители высшего образования, представители среднего профессионального образования. Это представители художественных дополнительного образования, центров
творчества, учреждений культуры и много-много-много социальных. В этом году у нас социальное партнерство возникло, допустим, с Коми-ремесленной палатой. И область народного художественного творчества напрямую с ними связана, и мы можем с ними какие-то совместные проекты проводить, и тоже это было бы очень интересно. У нас, значит, прошел семинар в ноябре 13-го, он такой был у нас установочный семинар, и благодаря вот такой поддержке у нас очень замечательно прошла конференция. Представительство было очень высокое, это был в самом деле всероссийский уровень, у нас принимали участие это и Орел, и Липецк, и, значит, Чебоксары, и Москва, и представительство других городов нам подняло статус конференции в разы. Площадка очень интересная, тоже немножко скажу о ней. Потом у нас была замечательная, перед самым вот выходом у нас на дистант, у нас прошла серия, методический такой кластер, то есть круглый стол, методический кластер в рамках третьего Северного культурного форума. Информация есть на сайте и в сообществе, и выступление Михаила Семеновича Казинника, оно есть, в видеозаписи ее можно посмотреть. И я думаю, что коллеги очень плотно пообщались с представителями Института художественного образования и возникают взаимодействия, причем Институт художественного образования, он предлагает площадку для собственного роста, можно там обучаться на различных программах, принимать участие в проектах и, в общем-то, можно там заканчивать аспирантуру. То есть аспирантура хоть и платная, но она очень специфичная, именно связана с художественным образованием. Вот. В рамках самоизоляции я уже сказала, что мы провели, я показала опыт проведения трансляций. Вот здесь мы видим фотографии вот этих участников и наших замечательных гостей, с которыми очень много понимания, много общих вопросов мы обсуждали. Я очень рада, что у нас возникли такие связи именно очень конкретные и очень понятные для нас в области изобразительного искусства, музыки и мировой художественной культуры. И у нас есть уже в планах, что, допустим, с Марией Анатольевной Красильниковой Петкольч хочет организовать совместный семинар по вопросам музыки, преподавания музыки. У нас есть проекты, у нас планируется на сентябре совместный проект, это круглый стол по декоративно-прикладному то есть декоративно-прикладная область обучения. Поэтому, пожалуйста, собственно, мы очень рады, если вы будете присоединяться к этим проектам, о которых мы говорим. Участие в конференциях. Ну, вы знаете, что если я вижу какую-то полезную конференцию, я начинаю публиковать информацию в новостях сообщества, и я публикую информационные письма в ВКонтакте в группе «Педагогический вернисаж». Еще раз напоминаю, что группа «Педагогический вернисаж» – это не только для учителей изобразительного искусства. Туда могут присоединиться и учителя музыки, и учителя мировой художественной культуры, потому что интересную и полезную информацию я для всех там, собственно, пиарю. И там вы можете встретиться как раз и с конкурсами, ну, может быть, в силу своей профессиональной специфики я, конечно, больше внимания уделяю изобразительному искусству, но, тем не менее, сейчас я и нахожу интересные материалы. Есть подписчики, которые помогают мне это делать. То есть есть люди, которые просто присылают мне информацию и говорят: Наталья Геннадьевна, опубликуйте в сообществе, мы будем очень рады, если вы эту информацию сделаете. И вот у меня есть представители музыкального сообщества, которые присылают информацию, и я с удовольствием ее публикую на всех площадках. Значит, я очень рада, что в этом году я приняла участие в круглом столе, который был организован Ухтинской детской художественной школы по реализации ФГТ. Я думаю, что у нас был очень интересный, очень полезный, очень важный разговор. И очень получили
пользу от этого вообще очного мероприятия. Я думаю, те, кто присутствовал на нем, они тоже получили настрой и замечательные материалы я отсмотрела тогда на круглом столе. Я знаю, я увидела, что наши преподаватели могут работать не хуже, чем на всероссийском уровне, иногда даже лучше. И мне очень хочется ваш опыт представлять именно на уровень, всероссийский уровень. Поэтому я всегда все конференции предлагаю, если вам нужна какая-то помощь в написании статьи или транслировать опыт, то обязательно можно обратиться ко мне, чтобы я могла вам это сделать. Мы приняли участие в конкурсе, то есть команда разработчиков приняла участие в конкурсе. Мы представили проект нашей конференции, онлайн-конференции на конкурсе в Нижнем Новгороде. И мы получили за этот проект первое место. То есть мы очень рады, что профессионально были оценены за вот ту идею, которую мы сделали и реализовали благодаря сотрудникам Института развития образования. И то, что эта идея может вырасти в систему такой длительной конференции, то есть не провели ее в рамках вот 1-2 дней, а вы можете в течение долгого времени находить, в общем-то, отклик, читать эти материалы, смотреть, писать свои отзывы, комментарии. В площадках сделано с обратной связью. К сожалению, в силу своей занятости не все просмотренные материалы, они комментировались, что мне очень бы хотелось, чтобы все-таки вы научились комментировать все эти материалы. Но я думаю, может, благодаря, или я не знаю, к чему этой самореализации, вы поняли, что такое комментарий, что такое обратная связь в системе дистант, насколько она, в общем-то, актуальна и важна. 5 марта я как модератор приняла участие в республиканской межведомственной конференции «Народные художественные промыслы. Основы формирования брендов и узнаваемости Республики Коми». И вот уже я должна сказать, что вчера мне прислали сборник, то есть уже у нас имеются там публикации, статьи. И если бы желающие были участие, там могли быть ваши публикации в этой конференции. Очень хорошо прошел совместный стол, круглый стол проблем организации дополнительного образования средствами НКО совместно с преподавателями студии «Радужка». И я думаю, что там был очень такой серьезный разговор между представителями московских экспертов и наших преподавателей. Мы знаем, насколько сейчас дополнительное образование имеет различные формы. Они и коммерческие есть, и некоммерческая идет система организации, а методика-то у нас сохраняется. Поэтому для распространения опыта, студия «Радужка» существует уже больше 25 лет, опыт у него очень интересный в организации. Может быть, где-то им нужна помощь в содержательном аспекте, где-то им нужна помощь в организациях, а где-то, собственно... Но я знаю, что дети любят преподавателей «Радужки», с удовольствием там занимаются. И думаю, опыт у них надо взять, это любовь к детям, которые там проявляется, и мы видим по результатам детского творчества. Это просто здорово. И я думаю, что есть такие школы музыкальные, но пока, к сожалению, до меня этот опыт, вот он не доходит, и я его не могу каким-то образом представить. Хотя это все возможно. Вот здесь я пишу, и 12-14 марта это был у нас Северный культурный форум. А в рамках самоизоляции университетские коллеги провели встречу у камина 3. Я там тоже продемонстрировала 3 материала и трансляции свои показала. И я очень благодарна членам РМО, кто тоже принял участие в рамках этого коворкинга. Много узнали, потому что 7 человек прошли курсы у Ильи Ивановича Баженова, а это организация именно обучения в дистанте. Я думаю, они получили замечательный опыт, они получили сертификат о повышении квалификации. И я уже давно призываю, чтобы вы наблюдали за тем и находили способ принять участие в тех мероприятиях, которые я рекламирую. Потому что в этих случаях я все равно окажу поддержку, чтобы сделать хороший материал для их участия.
Мы продолжаем взаимодействовать с Международным союзом педагогов-художников. И, естественно, все проекты, которые проводит Международный союз художников-педагогов, я вам предлагаю. Опять-таки, все зависит от того, насколько вы реально можете принимать в них участие. Но такой проект, как Всероссийский изобразительный диктант, который проходит уже второй год, я думаю, что он актуален для любого учителя школы. Даже, я не знаю, там самого дальнего, Уссылимский, Ударский район, вы можете принимать участие в этом проекте, организовывать свои площадки и показывать работы своих детей. Поэтому вот в этом году у нас площадок стало больше. Если в прошлом году было всего 2 или 3 площадки, в этом году в Всероссийском изобразительном диктанте у нас 7 площадок было, и участников чуть побольше. Я думаю, результаты подводятся, но экспертизу мы проводили здесь, и тоже с коллегами мы проводили экспертизу детских работ наших детей. Выбраны были лучшие работы. Я думаю, что уже они получили приглашение принимать участие в мероприятиях Международного союза художников. Поэтому вот такой очень интересный проект, я думаю, мы всегда его будем поддерживать. Ну и вот тут здесь предлагаю, какие акции проходили в рамках самоизоляции. К сожалению, я не знаю, насколько активно принимали участие в рамках этих акций, потому что не все педагоги могли пропиарить, собственно, их участие и предоставить мне эту информацию. Но что видела, я рекламировала. То, что видела, то, что это было. Вот. Сейчас, значит, вот на апреле я сама прошла 3 вебинара, вот они прописаны здесь. Это первый вебинар, это экстерн провел очень интересную такую конференцию, он не вебинар, в течение 3 дней шла конференция, организация дистанционного обучения в общеобразовательных школах. И я слышала, что некоторые педагоги принимали участие в этой конференции, и она была полезна, очень актуально. Вот этот 3-дневный такой тоже коворкинг или конференции, доклады. Можно было, ну, сидеть приходилось, конечно, долго. Они работали около, наверное, 50 докладов можно было послушать за эти 3 дня. Разные, разного уровня, разного характера. Но пользу извлечь можно было из всего. А затем я послушала семинар инициативы в ГОС 4.0, но оно такое общеобразовательского характера, надо просто знать, к чему мы идем, куда мы идем, зачем мы идем и что такое в ГОС-4. И материалы этого семинара, они опубликованы по ссылке в методической копилке. Кто-то, то если желает посмотреть, они могут посмотреть эти материалы. Ну и последний вебинар, который я посмотрела, это Всероссийский онлайн-семинар «Художественное образование, культурология в коррекции девиантного поведения подростков». То есть проект, собственно, он где-то связан с нашей республикой, поэтому что там будет происходить и как это будет происходить, тоже было полезно послушать. То есть вы можете тоже в ней принять участие. Так, ну, несколько слов о конференции. Здесь вот логотипная такая страничка представлена, и кто принимал участие, они могут ее поискать, найти, достаточно набрать вот это Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы и актуальные проблемы». И до сих пор вы можете познакомиться с материалами этой конференции, они открыты в доступе. Сейчас подготовлен сборник, он идет через редакционный отдел. Я думаю, что в скором времени у нас выйдет электронный сборник этой конференции. То есть это будет готовность уже номер 1. Вот так выглядят аккаунты каждого преподавателя. Вот, кстати, я должна отметить, что очень важно, что вот эти аккаунты, они действующие. Вы можете загружать эти материалы, в свои аккаунты материалы методического характера. И думаю, экспертное сообщество может их просматривать. То есть, если мы будем планировать там на 2021 год конференцию, мы обязательно будем пользоваться этой площадкой, потому что она показала, насколько она интересна и доступна, и насколько любой материал может принимать участие в рамках этой конференции. Кстати, я убедилась в этом, когда в этом году в рамках самоизоляции Международный союз художников-педагогов в таком же почти формате провел свою конференцию. Да, то есть, если мы сделали площадку, то есть вот эти формы, они на сегодняшний день очень востребованы, они очень нужны. Поэтому вот такой вот вариант аккаунтов, который может быть. Ну, диплом
здесь какие-то элементы встреч, форума. Вот здесь я тоже показываю фотографии, чтобы вы видели, что это происходило в самом деле. И некоторые уже имеют эти сертификаты. Ну, вы знаете, что Республиканское методическое объединение активно работает в рамках творческих работ. Так как я занимаюсь изобразительным искусством, естественно, я рассматриваю проблему выставочной деятельности педагогов и детей. И мы традиционно проводим выставки в рамках Института развития образований. И вот здесь это вот выставки, которые прошли только в течение этого года. Да? То есть это педагогический вернисаж был у нас учителей детской художественной школы Сыктывкара. Они в сентябре выставляли свои работы. Затем была выставка «Педагогический вернисаж» в рамках конференции. Педагогический вернисаж «Пути творчества». Персональная выставка «Завиток на мягких лапах» Кондратьевой Анны Витальевны. Замечательный в рамках конференции прошел выставка детских работ «Праздник. Радость для всех» гимназии искусств при главе Республики Коми. Выставка у работников рождественской палитры, то есть я приняла участие, спасибо коллегам, что они начали меня активно привлекать в своей деятельности в рамках детской выставочной работы, поэтому они сейчас мне присылают ссылки, и мы можем просматривать виртуальные выставки, и организационные какие-то вопросы мы обсуждаем, и методически выстраиваем взаимодействие. То есть очень хорошую работу стали с детской художественной школой города Ухты. Город Ухта. В рамках Северного культурного форума у нас до сих пор идет визуальный проект «Клюква Ижма» у Анжелы Размановой. Также художественная школа, детская художественная школа Ухта представила выставку «Эстамп – это здорово» в рамках проектной деятельности. И сейчас вот мы открыли буквально на днях персональную выставку «Впусти в окна свет» Светланы Король, преподавателя Эжинской детской художественной школы. Пожалуйста, я всегда говорю, что принять участие в выставке может любой муниципалитет. Если детская художественная школа вашего муниципального района готова привести выставку, обсудив условия этого участия, мы всегда эту выставку презентуем и сделаем это в рамках нашего РМО. И всегда я призываю и, собственно, прошу принять участие. Ну, тут вот немножко визуальный ряд по этим выставкам. Вот. Конкурсы детского творчества то же самое мы проводим. Вы знаете, традиционно я занимаюсь конкурсом «Красота Божьего мира». И всегда мы делаем и выставку, и каталог детей. В этом году это была тема Великой Отечественной войны. Очень получился яркий красочный каталог, который был презентабельный с детскими рисунками. И очень с удовольствием гости рождественских чтений, республиканских рождественских чтений получили эти каталоги в подарок. Также мы принимали участие в экспертизе рождественской палитры, вот площадке Всероссийского изобразительного диктанта. Вот здесь написано, кто принимал участие в экспертизе. И вот онлайн-олимпиада «Культурный норматив школьников Республики Коми». Мы тоже, я насколько знаю, что мы привлекали детей из детских художественных школ, из общеобразовательных школ для участия в этом дневнике. Там представлены по содержанию региональные компоненты. Я думаю, будет достаточно интересно. И даже для педагогов, ну, минусы, плюсы проведенные онлайн-олимпиады, они есть. Их немножко тоже скажу, прокомментирую. Вот. Самоизоляция, посты в виртуальных выставках социальной сети я вот проводила еженедельно, их можно посмотреть. И вот сейчас мы провели экспертизу работ «Никто не забыт, ничто не забыт» для детей ОВЗ, попросили Центр инклюзии, собственно, вот такую работу провести. Я не говорю, что мы в этом году очень активно взаимодействовали с другими РМО, я проводила мероприятия и доклады с другими РМО, то есть делилась опытом. То есть кроме своего РМО я принимаю участие в работах и других РМО. Тоже, собственно, интересно и можно принять. Ну вот такой тоже визуальный ряд, очень красивый наших выставок, который идет. Насчет публикаций. Это, собственно, вот в отчете идет вот публикация. Посчитайте, что за этот год около 20 публикаций сделано. Проведение уроков дистанции, каталоги, выступления казинника. То есть все материалы, которые мне присылаются, я стараюсь
собственно, и каким-то образом оформить и представить. Я вот очень много говорю, к сожалению, только добрый день, и я не вижу никаких вопросов, не возникает вопросов у участников собрания. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вы задавали вопросы, потому что впервые мы видим формат, когда имеется обратная связь, и вы можете задавать в чате вопросы. Пока вопросов нет. Третий вопрос, который я хочу рассмотреть, вот мы с вами уже почти целый час работаем, столько вот накопилось, но все-таки мне хочется очень кратко прокомментировать итоги онлайн-олимпиады школьников. Мне помогли в разработке заданий представители гимназии искусств, детской художественной школы Эжвы. Ходила я на преподавателей колледжа педагогического, гуманитарного колледжа. Ну, мне хочется, чтобы активней, собственно, вы делали эту работу, потому что она востребована, региональный компонент. Этнокультурный компонент мы реализуем, у нас это и в рамках концепции рассматривается. Поэтому принимать участие в таких формах, думаю, оно полезно, интересно знать какие-то вещи, такие знаковые вещи. Потому что Олимпиада, я не скажу, что она очень сложная, но в содержании заданий мы брали знаковые вещи, которые на слуху у нас в республике. И, конечно, нам было интересно, как на эти вопросы отвечают дети. Вот. Значит, всего в онлайн-олимпиаде приняло участие 2594 школьника. Может быть, плюс-минус, потому что есть свой негатив в рамках этого участия. Значит, участие было 5-11 классов, значит, из 19 муниципальных образований Республики Коми, и еще принимали участие из других регионов, других субъектов Российской Федерации. 1818 учащихся – это 5-8 классов и 776 учащихся 9-11 классов. Результаты вот здесь такие в таблицах они есть. Мы предлагали уровневые сертификаты, то есть по количеству баллов. Можно было получить золотой, серебряный и бронзовый сертификат. И вот эти сертификаты, так как в этом году не получилось проводить реальные семинары и коллоквиумы в области как раз сдачи культурного норматива, которые должны были быть организованы организациями культуры. Наверное, вот это единственная Олимпиада, которая бы позволила получить хоть какой-то знак участия в этом культурном нормативе школьника. То есть золотые, серебряные сертификаты, то есть по итогам экспертной проверки призерами стало 1602 человека, 5-8 109 и 596 учащихся 9-11 классов. Они все должны получить сертификаты. А сертификаты уже сейчас можно получить на сайте «Культурный норматив школьника». Вот новость опубликована буквально сегодня. Можно зайти, найти свой сертификат и себе скачать. Там по муниципалитетам представлена информация. Вот. И каждый сертификат, он по количеству баллов определял, какой уровень ребенок получил благодаря участию. Ну и вот здесь представлены материалы по муниципалитетам, можно познакомиться, какое количество детей принимало из наших муниципальных образований. Что должна сказать? То есть мы проводили техническую экспертизу по результатам, и вторая техническая экспертиза у нас прошла по результатам сертифицирования. То есть по прохождению онлайн-олимпиады каждый ребенок мог получить сертификат участника. А вот уровневое участие, оно должно было пройти после нашей вот внутренней экспертной работы. Что мы увидели? Мы увидели, что у нас очень много хулиганов, да, и они проходили и по 2, и по 3 раза. Это, то есть первый раз прошли, посмотрели задание, второй раз прошли и уже получают сертификат более высокого уровня. То есть у нас получилось, что несколько детей, а здесь уже указано, какое примерно количество, они, значит, для повышения статуса сертификата проходили олимпиаду 2 раза, то есть используя или другую электронную почту, или другой аккаунт родительский. И вот эта вот нечестная такая деятельность, мы, наверное, в следующий раз мы будем ее пресекать, потому что право прохождения можно было только 1 раз пройти анкету, и, естественно, кто-то вот таким образом воспользовался. Вот видите, какие наши дети, они все
знает и все умеет. Это мы не умеем, а они умеют. Вот. Но должна отметить, что у таких детей, выявленных в ситуации данных, мы результаты аннулировали. Аннулировали, уровни сертификата эти дети не получат. Если будут вопросы и не стыковок, вы можете со мной созвониться, мы проверим данные. Если это да, так это и есть, то сертификаты мы можем этим детям выслать. Если это просто совпадение там, фамилии и так далее, с этим вопросом решится в индивидуальном порядке. Все эти участники, вот эти 32 случая, это будет решение индивидуальных решений. Детям нам сертификаты давать не жалко, но просто мы за честность выполнения работы. Вот. А остальные сертификаты вы можете получать, и они уже сегодня опубликованы на сайте. Это вот последний вопрос, третий вопрос. Ну и остался у меня очень краткий последний вопрос. Это анонсы на следующий год. У нас начинается год в сентябре, и я должна проанонсировать мероприятия, которые уже на сегодняшний день имеются, и мы должны уже в них принимать участие. Это первое. Раз в 2 года мы проводим конкурс-фестиваль, не выставку. В прошлом году была выставка, а в этом году конкурс-фестиваль. Педагогический вернисаж пути творчества. Тема творчества самоизоляции. Сентябрь-декабрь. В сентябре мы делаем положение. И вы знаете, что у нас есть свой сайт для этого конкурса. Я приглашаю принять в нем участие не только, я уже не один раз говорила, что принимают в нем участие не только учителя изобразительного искусства, но и музыки, учителя музыки обязательно принимают. И учителя мировой художественной можно принять участие при помощи то есть организовать, провести мастер-класс, предоставить эту информацию. То есть любые формы конкурсного участия может быть. И у нас по результатам фестиваля проводится выставка, у нас проводятся концертные площадки, и у нас проводится фестиваль мастер-классов, который мы традиционно проводим в январе. Вот. И если интересно, есть материалы, мы их выносим в ситуацию публикации. Да? То есть у нас уже есть сборник этого фестиваля. Мы в прошлом году выпускали этот сборник, прямо это сборник мастер-классов. Я думаю, что каждый учитель, имея такую публикацию, это будет очень мощная поддержка вашему портфолио. Второе. Я анонсирую международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» с темой памяти святого воина Александра Невского. Пришло циркулярное письмо с федеральных конкурсных организаций. Мы свои материалы будем готовить в сентябре. То есть в сентябре будет выходить положение конкурса. Я думаю, мы площадку... Сейчас формируется площадка «Конкурс дети». И Приро разрабатывает эту площадку, и мы, скорее всего, будем все конкурсы тоже сейчас, творческие конкурсы детей, в одной среде формировать, и конкурс в том числе и «Красоту Божьего мира» мы будем проводить через эту площадку. Коллеги из Петрозаводска приглашают нас на конференцию, у них тоже проводится региональная конференция, называется «Самоизоляция». Конференция будет проводить в декабре 2020 года, и они также организуют выставку. То есть они очень рады принимать нас, потому что у нас тоже с ними сложились партнерские связи. И информация о конференции, она опубликована, информационное письмо опубликовано в сообществе в новостной строке. Можно познакомиться, почитать. Если есть желание принять участие, то выходите на меня, будем вместе готовить материалы для участия в этой конференции. Публикация методических материалов в разделе «Методическая копилка» продолжается. Я каждый раз об этом анонсирую и говорю, что вы можете выходить со своими материалами на публикацию этих материалов. И последний анонс – это приглашение представителей муниципальных методических сообществ и школьных методических организаций принять участие в обсуждении и высказывании предложений для формирования дорожной карты реализации концепции предметных областей искусства. Обсуждение будет организовано в разделе «Сообщество предметная дискуссионная площадка». В течение недели я постараюсь эту площадку оформить. Нам нужны ваши предложения. То есть
Те идеи, которые я сегодня озвучила, они, естественно, входят в систему дорожной карты. Но если есть какие-то и новые, содержательные, интересные идеи конкурсных, методических, семинарских занятий, то я думаю, что ваши предложения будут приняты во внимание. Но должна еще сказать, что тоже анонсирую, сейчас идет разработка курса модуля, практического модуля для учителей начальной школы в области изобразительного искусства. Сейчас, собственно, и формируется и программа «Учебно-методический комплекс». И я думаю, что с следующего года для учителей начальной школы будет представлен практический курс по изобразительному искусству в начальной школе для детей начальной школы. Поэтому вот такие анонсы. Собственно, материалы я высказала, все свои собрания. Должна вас поблагодарить. К сожалению, так я и не получила обратной связи. Я всегда пишу ссылку на наше сообщество. Даю свою электронную почту и телефон для связи. И еще у нас есть координатор республиканских педагогических объединений Пулкова Анжелика Васильевна с ее электронным адресом, на который тоже можно выходить с вашими предложениями. И, собственно, я прощаюсь с вами до следующего года. Я очень хочу, чтобы вы стали активными участниками. Еще раз повторяю, говорю на каждом собрании, как тяжело, когда ты это все делаешь одна, и как хорошо, когда у тебя есть команда. Я надеюсь на то, что мы благодаря вот измененному формату проведения собраний, мы сейчас выходим в конференции, то есть у нас, наверное, обратная связь будет более активной. Я надеюсь, мы с вами информацию. То есть если есть какие-то предложения, я готова сейчас на ваши вопросы ответить. Вот, пока даю только информационное. Ну, я так понимаю, что информацию все приняли к сведению участники. Пожалуйста, выходите. Но вопросов пока нет. Если вопросов нет, я с вами прощаюсь. Хорошего лета. Спасибо, Оксана. Хорошего лета. Я очень рада, что ты уже который раз принимаешь активное участие в наших мероприятиях. Я думаю, что уже ИНТА должна активно подключаться к системе работы РМО. До свидания.